феврале 1974 года председатель Президиума Верховного Совета РСФСР Михаил Алексеевич Яснов, первый секретарь областного комитета партии Михаил Иванович Матафонов и председатель облсполкома Николай Иванович Дмитриев побывали у молодых овцеводов Забайкалья. Перед отъездом в книге гостей они сделали запись. Мы с большим удовлетворением ознакомились с работой комсомольско-молодежной концентрированной бригады «Талон». Дорогие товарищи, вы начали большое дело, которому принадлежит будущее в деле развития овцеводства Забайкалья. Желаем вам здоровья, много счастья, успехов в вашем замечательном начинании. Мы знаем, что дело, за которое мы взялись, трудное, новое для Забайкалья. Нам многие не верили, но мы старались доказать, что молодежь может работать так же, как и опытные чабаны, даже и лучше. Отсюда, с высоты птичьего полета, далеко видна Агинская степь. Простор, а в падях тысячи отар. Это народное достояние, это главное богатство Забайкалья. Многих волнует, кто станет наследниками этого богатства и приумножит его. Долгое время над этим думали и в колхозе имени 22-го партийного съезда. И вот в степь пришла молодежь, парни и девчата. Эта концентрированная овцеводческая комсомольско-молодежная бригада была создана осенью 1973 года. Комсомольско-молодежной бригаде пришлось начинать все с первого колышка. Нужно было построить кошару, дом для жилья, общежитие для сакмарщиков. А для овец надо было строить 3 катона. Все это делать приходилось немедленно, потому что наступали холода. Формировали отары под руководством своего наставника Ладона Шейдакова, самого опытного чабана колхоза. И молодежь будет ему благодарна на всю жизнь
за то, что он помог им сделать первый шаг в трудовой жизни. В новую организацию труда многие не верили. На парней и девчат смотрели как на детей. Некоторые родители даже не пускали их в бригаду. Но в молодежь беспредельно верили 3 человека. Председатель колхоза Дамбижалсан Дандаков, секретарь партбюро Дамбадарши Санданов и секретарь комсомольской организации Светлана Нарбоева. Председатель колхоза Дамбижалсан Дандаков часто приезжает к молодым чабанам. Настанет время, когда его поколению придется передать колхозные дела в другие руки. А какими будут эти руки, зависит и от него. Поэтому и разговоры бывают строгие, без всяких скидок на молодость и неопытность. И в то же время с отеческой заботой относится Дандаков к каждому члену бригады. Их 10 парней и девчат. Разными дорогами они пришли на эту стоянку. Валя Долсаронова, узнала она, что создается бригада, оседлала коня, приехала на стоянку и заявила: «Буду работать с вами», и вскоре стала одной из лучших в бригаде. Гончикбал Баиров, первый группкомсорг бригады. С него и спрос особый. Он несет ответственность не только за себя, но и за каждого комсомольца. Он первый в ответе и за результаты в бригаде. Вот несколько записей из рабочего журнала. 18 февраля 1974 года. Сегодня не пасли отары, потому что был сильный шторм. 19 февраля 1974 года. Дул сильный ветер, мела метель, овец не пасли. Особо важных происшествий не произошло. А комсомольцы 3 суток боролись с пургой, 3 суток не спали, спасли всех овец. Они совершили подвиг. И в рабочем журнале записали: особо важных происшествий не произошло. А через несколько дней начался окот. Что интересно, с окманщиками приехали работать матери комсомольцев, те самые, что осенью не отпускали ребят в бригаду. Одной из первых приехала мать Далая Гунгаева. Большая у нее семья, 9 дочерей и сыновей. Много у Должин забот по дому, но не усидела. На сына в деле посмотрела. Далай пошел работать в овцеводство, и теперь его дела – дела матери. Она-то его все маленьким считала. И никак не верится, что молодым орлом взлетел он над степью. И радостно матери, что сын хорошим человеком растет. Такие заботы и думы привели сюда на стоянку всех матерей. Они судьи строгие, и у них есть чему поучиться. Пройдут годы, парни и девчата будут с теплым воспоминанием смотреть на этот первый прием ягнят, свой первый экзамен, который они держали перед матерями. Ведь кому-кому, а им не безразлично, как их дети начинают
свой путь. Современный чабан должен уметь не только водить отару и держаться в седле. Новая организация ведения овцеводства требует широкого внедрения механизации. Вот поэтому долгими зимними вечерами талонцы изучали технику. Автомашинар урдамни, актахлыхом урданар. Омук басан намайна далын, ашаты турганор гүлгене. Чулыгылы одро, шудырды алады дара. Пулык менигей хауды бейна, хусете далюте баланыты обчылы. Приход молодежи в овцеводство совершенно изменяет образ жизни чабанов. С ними на стоянку пришла механизация труда, новая культура быта, новое отношение к делу. Молодежь. Она взяла на себя заботу о главном богатстве Забайкалья, имя которому Золотое руно. Результаты первого года работы показали, что молодежи можно и нужно доверять такое важное дело овцеводства. В комсомольской молодежной бригаде «Талон» оказались лучшие по колхозу показатели по настригу шерсти, по приему приплода овец. Сейчас руководители колхоза и старые опытные чабаны верят, что молодежные бригады – это наше будущее. И наша комсомольская бригада «Талон» – это новая заря над нашей Агинской степью.